Сәлеметсіздер ме, құрметті Целиноград ауданының тұрғындары. Бүгінгі күні халыққа мемлекеттік қызметтерді алу туралы практикалық көмек және кеңес беру көрсетілетін мемлекеттік қызметтер, сондай-ақ мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі туралы хабардар болу деңгейін арттыру мақсатында Целиноград ауданының жергілікті атқарушы органдарымен адал көмек жобасы шеңберінде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметтерді алу бойынша тікелей эфирді қарастыратын боламыз. Наиболее востребованные государственные услуги в данной сфере на сегодняшний день это запись на прием к врачу, вызов врача на дом, вызов скорой медицинской помощи, прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Сегодня в прямом эфире принимает участие Серикова Гульмира Сериковна, заместитель главного врача Целиноградской районной поликлиники. Слово для выступления передается заместителю главного врача Целиноградской районной поликлиники Сериковой Гульмире Сериковне. Добрый день, уважаемые слушатели, участники прямого эфира. Хотела бы вам дать немного информации об оказании государственных услуг нашей организации. КП НПХВ Целиноградская районная поликлиника при управлении здравоохранения Акмолинской области оказывается 9 видов государственных услуг. Приказом главного врача поликлиники номер 44 от 22 февраля 2021 года определены ответственные специалисты по координации вопросов оказания государственных услуг в соответствии с приказом, исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан номер 39 от 31 января 2021 года. Касательно статистики, за 12 месяцев 2021 года оказано 525 703 государственных услуг. Из них прикрепление к медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 9264 услуг, оказанных в электронном виде через информационные системы. Запись на прием к врачу, 454 265 услуг. Вызов врача на дом, 50 955 услуг. Выдача листа о временной нетрудоспособности, 9643 услуги. Выдача справки о временной нетрудоспособности, 210 услуг. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного, 232 услуги. Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров, 829 услуг. Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством, 85 услуг, оказанных в бумажном варианте. Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, 220 услуги, оказанных в бумажном варианте. В том числе за январь 2022 года было оказано 26 460 государственных услуг. Из них прикрепление к медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 576 услуги, запись на прием к врачу, 22 390 услуг, вызов врача на дом, 3176 услуг, выдача листа о временной нетрудоспособности, 1244 услуги, оказанных в электронном виде через информационные системы услугодателя, выдача справки о временной нетрудоспособности, 55 услуг, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного, 232 услуги, прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров, 38 услуг, оказанных в бумажном варианте, выдача справки о допуске к управлению транспортным средством, 9 услуг, и выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, 22 услуги, оказанных в бумажном варианте. Всего, как вы поняли, наша организация оказывает 9 видов государственных услуг. Это прикрепление к медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, запись на прием к врачу, вызов врача на дом, выдача листа о временной нетрудоспособности, выдача справки о временной нетрудоспособности, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного, прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров, выдача справки о допуске к управлению транспортным средством, выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются это 4 вида услуг: запись на прием к врачу, вызов врача на дом, вызов скорой медицинской помощи и прикрепление к медицинской организации. Если касаться каждой услуги по отдельности, хотела бы остановиться на вызове врача на дом. То есть при самостоятельном обращении или посредством телефонной связи пациента
в поликлинику специалистами нашей организации производится в запись в журнал регистрации вызовов, и в устной форме предоставляется ответ с указанием даты и времени посещения врача. После принятия запроса на оказание госуслуги и вызов врача на дом, медицинская помощь на дому оказывается в установленное время. При обращении пациента через веб-портал ЕГОВ пациенту поступает уведомление в виде статуса электронной заявки в личный кабинет. После принятия запроса на оказание государственной услуги вызов врача на дом, медицинская помощь оказывается в установленное время. Наша организация обеспечивает внесение данных об оказании государственной услуги вызов врача на дом в информационную систему с целью мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации. Показаниями для обслуживания вызовов на дому является обращение в поликлинику за исключением вызовов скорой помощи 4 категории срочности. Показания для обслуживания на дому участковой медсестры или фельдшера являются температура тела до 38 градусов на момент вызова, повышение артериального давления без нарушения самочувствия, услуги стационара на дому оказываются по медицинским показаниям. Это касательно услуги и вызов врача на дом. Следующий вид государственной услуги – это наиболее востребованная запись на прием к врачу, также оказываемая нашей организацией, предоставляет пациенту государственную услугу при самостоятельном обращении посредством телефонной связи или через веб-портал электронного правительства. Сведения о документах, удостоверяющих личность, поликлиника получает из соответствующих государственных информационных систем через веб-портал. Перечень при самостоятельном обращении или посредством телефонной связи пациента в поликлинику специалистами нашей организации вносится запись, то есть регистраторами в журнал «Предварительная запись на прием к врачу». В его устной форме предоставляется ответ с указанием свободного времени и даты приема врача в соответствии с графиком приема врача. При обращении через веб-портал пациенту поступает уведомление в виде статуса электронной заявки в личный кабинет. После принятия запроса на оказание государственной услуги запись на прием к врачу, медицинская помощь пациенту оказывается в установленное время. Поликлиника обеспечивает внесение данных об оказании государственной услуги и запись на прием к врачу в информационную систему с целью мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации. Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды помощи. Это доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь и медико-социальная помощь. Доврачебную медицинскую помощь оказывается медицинскими работниками участковая медсестра, медсестра общей практики, фельдшер, акушер при заболеваниях или случаях, не требующих участия врача, по перечню медицинских услуг, оказываемых медицинскими работниками поликлиники. Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачом общей практики, участковым врачом-терапевтом, педиатром, также по перечню медицинских услуг, оказываемых врачами поликлиники. Медико-социальная помощь оказывается социальным работником или психологом в области здравоохранения, также по перечню услуг социального работника и психолога поликлиники. Следующий наиболее востребованный вид государственной услуги – это прикрепление к медицинской организации, оказывающих медико-санитарную помощь. Оказывается двумя способами. Это непосредственно через организацию первичной медико-санитарной помощи, то есть поликлинику, и через веб-портал электронного правительства. Сроки оказания данной услуги с момента сдачи пациентов документам, также при обращении через веб-портал 1 рабочий день.
Максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 30 минут. Максимально допустимое время обслуживания пациента также 30 минут. Форма оказания электронная, частично автоматизированная или бумажная. В результате оказания госуслуги приходит уведомление о прикреплении в форме электронного документа, подписанной электронно-цифровой подписью организации ПМСП, или мотивированный отказ. Государственная услуга оказывается бесплатно. График работы организации, то есть поликлиники, с понедельника по субботу, с понедельника по пятницу с 8 до 8 без перерыва, в субботу с 9 до 2, кроме выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. При этом запрос на оказание государственной услуги принимается за 2 часа до окончания работы организации ПМСП, то есть в рабочие дни до 18:00 и в субботу до 12:00. Через веб-портал, если подается заявка, услуга предоставляется круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ. Что необходимо? Перечень документов – это документы, необходимые для оказания государственной услуги при обращении определенного контингента в организации ПМСП, то есть документ, удостоверяющий личность для идентификации личности. Если человек пенсионного возраста, пенсионное удостоверение. Если человек с ограниченными возможностями, пенсионное удостоверение либо выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы. Законные представители ребенка, инвалида с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели и другие заменяющие лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка, решение суда или иной документ, подтверждающий опекунство и попечительство. Осуждены, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающие в колониях по месту отбывания, протокол комиссии по рассмотрению вопросов регистрации и прикрепления, открепления населения к поликлинике в информационной системе регистр прикрепленного населения, созданный приказом первого руководителя. Военнослужащие срочной службы должны предъявить выписку из приказа командира воинской части, то есть начальника учреждения, о зачислении военнослужащих срочной службы в списке личного состава. Студенты до 18 лет, а также обучающие в медресе дети до 18 лет, официальное обращение ректора высшего учебного заведения в поликлинику и протокол комиссии между учебным заведением и поликлиникой. Опекаемые домов малютки, сирот, престарелых и другие решения должны предоставить решение местных исполнительных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы. Оформляющие прикрепление по доверенности, в том числе по договору добровольного медицинского страхования при наличии договора. Через веб-портал запрос в электронном виде. Основания для отказа данной услуги могут быть установление недостоверности документов, представленных пациентом для получения государственной услуги или данных, содержащихся в них, установление фактического, то есть постоянного или временного проживания пациента за пределами административно-территориальной единицы, села, поселка, города, района и так далее, где находится субъект здравоохранения, оказывающий первичную медико-социальную помощь. За исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются в близлежащую поликлинику, расположенную на другой административно-территориальной единице. Либо превышение количества прикрепленного населения на одного врача общей практики, это 1700 человек смешанного населения, участкового терапевта 2200 человек. Участкового педиатра 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет при свободном выборе организации ПМСП. Или же отсутствие документа, подтверждающего законное представительство в случае прикрепления детей и вышеуказанных лиц. Пациент имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.
Пациент имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через веб-портал при условии наличия электронно-цифровой подписи. Следующий вид услуги, наиболее востребованный, это вызов скорой медицинской помощи. Также, то есть диспетчер скорой медицинской помощи принимает на пульте 103 вызов от граждан при нарушении состояния здоровья. Время обработки вызова с момента его получения с диспетчером скорой помощи составляет 5 минут, в течение которого проводится сортировка по категории срочности вызова. Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими и специализированными врачебными бригадами, состав которых определен также согласно правилам. Бригады скорой помощи подчиняют старшему врачу смены. В сельских населенных пунктах привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций. Принятые диспетчером вызова подразделяются на 4 категории срочности согласно приложению. Это вызов первой категории срочности, то есть состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи. Вызов второй категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи. Вызов третьей категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи. Вызов четвертой категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. При поступлении вызовов первой, второй, третьей категории срочности диспетчер скорой медицинской помощи посредством автоматизированной системы управления передает вызова фельдшерским и специализированным врачебным бригадам. При поступлении вызовов четвертой категории срочности диспетчер посредством также этой системы управления передает вызова специализированным врачебным бригадам отделения скорой медицинской помощи при организации здравоохранения, то есть в поликлинику. Время прибытия фельдшерских и спецбригад до места нахождения пациента с момента получения вызова составляет первая категория срочности до 10 минут, вторая категория срочности до 15 минут, третья категория до 30 минут и четвертая категория срочности до 60 минут. Фельдшерские и специализированные врачебные бригады отделения скорой медицинской помощи при поликлинике оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации ПМСП круглосуточно. Вызовы четвертой категории срочности обслуживаются на уровне отделения скорой медицинской помощи при поликлинике, в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-социальную помощь с прикрепленным населением менее 20 тысяч человек, обслуживание вызовов четвертой категории срочности допускается путем передачи данной услуги в аутсорсинг медицинские организации или субъекты здравоохранения, имеющие лицензии. При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад скорой медицинской помощи и отделения скорой медицинской помощи при поликлинике обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел. В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады скорой помощи при поликлинике оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровья посредством рации или мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел. По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния фельдшером или врачом бригады скорой медицинской помощи при поликлинике принимается одно из следующих решений. Это первое. Транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь. Пациент оставляется на месте вызова или же пациент оставляется на дому по месту проживания. В случае оставления на дому пациента, не нуждающего в госпитализации на месте вызова или на дому, бригады скорой помощи или отделения скорой медицинской помощи при поликлинике предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП по месту жительства или прикрепления. В случае заболевания пациента или необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады
скорой медицинской помощи или отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП передается информация, то есть актив в организацию ПМСП, и заполняется сигнальный лист для пациента по форме, утвержденной в соответствии с подпунктом 31 статьи Кодекса 7. По госуслугам касательно все, и вот наиболее востребованные, я сказала, вот эти данные 4 услуги, которые наиболее часто оказываются в нашей организации. У вас все, да? Да. Спасибо за выступление нашему участнику. Перейдем к вопросам-ответам. Поступили в ходе прямого эфира несколько вопросов от Айгерим Маржаксыновой. Вопрос: можно ли по ОСМС сдать анализы в неограниченных количествах в целью обследования организма? Что скажете по данному вопросу? Еще раз, сдать не именно какие-то, а просто спрашивают в общем, да? В общем, можно да, ли все? в общем. В принципе, сейчас в рамках ОСМС можно пройти полное обследование, как клинико-лабораторное, так и инструментальное. Просто какие-то виды услуг оказываются в нашей организации. Если же в нашей организации этих видов услуг нет, то они оказываются также посредством ОСМС бесплатно по направлению в другие организации, с кем имеется договор соисполнения. Спасибо за ответ. Так, следующий вопрос от Айгерим Маржаксыновой. И какие услуги в нашем поликлинике в Целиноградском районе оказывают по ОСМС? Ну, в принципе, сейчас все услуги, оказываемые в организации, оказываются посредством ОСМС. Наша организация, я вот сказала, касательно государственных услуг, да, оказываем мы 9 видов услуг в рамках ОСМС. Это прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу, вызов врача на дом, выдача листа временной нетрудоспособности, выдача справки о временной нетрудоспособности, выдача выписки из медицинской карты стационарного больного, прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров, выдача справки о допуске к управлению транспортным средством и выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. То есть все данные услуги проводятся посредством ОСМС. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Какие виды услуг, государственных услуг оказываются в вашей организации? Ну вот я как я только что перечислила, конечно, оказывается много услуг, да, поликлиникой, но то, что в части государственных услуг, это вот мы оказываем 9 видов услуг, то, что я сейчас перечислила, да, прикрепление, вызов врача, выдача справки, прохождение предварительных осмотров, выдача листа временной нетрудоспособности и так далее. То есть все вот эти услуги, о которых я только что говорила, оказываются в нашей организации. 9 видов государственных услуг. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Входит ли медицинский осмотр в государственную услугу? Медицинский осмотр проводится на платной или бесплатной основе? Для какой категории граждан? Что скажете по данному вопросу? Значит, медицинский осмотр входит в перечень государственных услуг. Проводится он только на бесплатной основе, да, в рамках ОСМС, или же проводится для льготной категории граждан. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Выдает ли ваша организация справки от психиатра или нарколога для поступления на работу или на учебу? Ну, ранее такие справки нашей организации выдавались, но с прошлого года, с октября месяца, данная услуга выдается только порталом электронного правительства, да, мы говорим ЕГОВ, поэтому в данном случае нет, только через портал ЕГОВ выдается данная услуга. Спасибо за ответ. Каким образом можно записаться на прием к врачу, что необходимо при себе иметь? Ну, смотрите, записаться можно 2 способами. Это, во-первых, либо посредством того, чтобы позвонить, например, в регистратуру и по телефону записаться, назвав свои данные. Для этого у вас должно быть удостоверение под руками, то есть ваш идентификационный номер, да, ИИН. Или же можно записаться посредством онлайн, посредством программы Домумед. Она сейчас у каждого практически есть в телефоне. Привязка идет к номеру, также можно записаться при себе только вот удостоверение, если по телефону, то номер телефона привязанный. И вот так 2 способами можно записаться на прием к врачу. Гульмира Сериковна, в нашем прямом эфире поступили еще один вопрос от Айгерим Маржаксыновой. Какие бесплатные препараты после операции могут получать по ОСМС?
Что скажете по данному вопросу? Смотрите, согласно у нас 666 приказу есть перечень бесплатных лекарственных препаратов, которые выдаются в рамках ОСМС и в рамках ГУБМП. Здесь нужно учитывать, да, касательно какого заболевания мы говорим, касательно какой операции мы говорим. То есть при обращении к участковому врачу, какие препараты будут необходимы, всегда имеется же не только сами препараты, имеются их аналоги, и какие препараты возможно согласно этому приказу выдать, они будут выдаваться. То есть все препараты по ОСМС или ГУБМП, они имеются, и согласно приказу они будут выдаваться, согласно заболеванию. Здесь дополнили, а именно нейрохирургический по данному случаю. Смотрите, здесь опять-таки все, как сказать, вот, в общем, здесь нужно конкретно консультация нейрохирурга, участкового врача, какие назначения выданы, какие препараты, потому что какие-то препараты, они входят в этот перечень бесплатных, да, лекарств, есть препараты, которые не входят в этот перечень согласно приказу. И понятно, что, например, их в рамках ОСМС выдать будет невозможно. Здесь нужно смотреть по приказу и по выписке тех препаратов, которые выпишет, например, нейрохирург, и согласно этому участковый врач выдаст. Спасибо за ответ. Каким образом можно записаться на прием к врачу, что необходимо при себе иметь в данном случае? Так, этот вопрос только что, кажется, был, да? Записаться можно двумя способами, как я говорила, это посредством, да, телефонного звонка в регистратуру. Номер есть как на сайте, так и везде, в принципе, номер регистратуры поликлиники имеется. Можно позвонить, записаться, или можно посредством веб-портала, вот через программу Домумед. Еще один вопрос поступил в Facebook аккаунт от Натальи Курицына. Здравствуйте. Хочу поблагодарить лично Гульмира Серикину и врачу Манару Стакеновну за оперативную работу по постановке на портал. Спасибо большое. Да. В принципе, при обращении пациентов с какими-то нозологиями любая помощь может быть оказана в любом стационаре, да, через портал госпитализации. То есть при обращении пациентов этот вопрос рассматривается. Сейчас пациенты имеют право выбирать ту организацию, в которой они хотят, например, получить то или иное лечение. Так же, как они имеют выбор врача, то есть право на выбор врача, выбор там поликлиники, организации прикрепления. Поэтому сейчас, конечно, возможностей много. Следующий вопрос. Как быть в ситуации, когда та или иная услуга не может быть оказана в нашей организации? Проходит ли платно в данном случае? Как я уже сказала, те услуги, которые могут быть оказаны в нашей организации, они оказываются бесплатно в рамках ОСМС. Если же каких-то видов услуг или, например, каких-то видов анализа или консультации врачей у нас нет в нашей организации, например, на данный момент, у нас есть практически со всеми организациями города Нур-Султан договора соисполнения, да, мы говорим, и поэтому в рамках ОСМС мы можем направить любую организацию на бесплатной основе. То есть платно не оказываем. Если у нас этой консультации, нет этой услуги, мы направляем в другие организации исполнения, и все это оказывается бесплатно. Спасибо за ответ. В чем отличие листа о временной нетрудоспособности от справки о временной нетрудоспособности? Мы говорим, что лист о временной нетрудоспособности он выдается сроком до 20 дней. Это опять-таки решает участковый врач совместно с заведующим, да, на основании ВКК мы говорим, да, врачебно-консультативной комиссии. Далее, если этому установлена у этого пациента нетрудоспособность более 20 дней, то есть этот больничный лист продлевается и выдается уже справка о временной нетрудоспособности. То есть здесь разница идет по срокам. До 20 дней, больше 20 дней. Спасибо за ответ. Посредством чего можно прикрепиться к вашей медицинской организации? Что нужно при себе иметь? Вот, я говорила, что прикрепление к медицинской организации это является одной из наиболее востребованных государственных услуг, да? Она производится как вот частично автоматизированно, мы говорим, также и в бумажном варианте. То есть либо можно подать в уголке самообслуживания на базе нашей поликлиники через регистратуру, при себе нужно иметь удостоверение личности, либо можно подать посредством электронного портала правительства ЕГОВ.
ТИЗ, то есть подается заявка, как я говорила, да, для прикрепления на тот или иной участок. Заявка в течение суток обрабатывается и приходит ответ, прикрепили вас или же, например, отказали. Если отказали, то обоснованный отказ должен быть. Спасибо за ответ. Уважаемые жители Целиноградского района, хотим еще раз напомнить, что вы можете задать интересующие вас вопросы на аккаунте Facebook страницы аппарата Акима Целиноградского района. Поступил еще один вопрос от Айгерим Баржаксыновой. Где можно увидеть отчисления по ОСМС? Ну, я думаю, что этот вопрос, он не... Да, это, скорее всего, не через нашу организацию, это через веб-портал, или мы иногда говорим, когда пациенты обращаются, позвоните на номер 1406, да, и узнайте, например, за какие периоды у вас имеется отчисление, за какие периоды вам нужно внести отчисления, и производятся ли они, и вообще имеется у вас статус застрахованности или нет. Можно посредством портала ЕГОВ, или же вот позвонив на номер 1406. Спасибо за ответ, Эльмира Сериковна. Тағы да қайталап өтейін деген, Целиноград ауданының тұрғындары Facebook парақшасында өздеріңіздің мазалап жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Егер де Целиноград ауданының тұрғындары сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен тікелей эфирімізді аяқтайық. Сау саламатта болыңыздар. Уважаемые жители Целиноградского района, если нет вопросов, мы завершаем свой прямой эфир. Всем до свидания.